ковид медленно, но уверенно возвращается, но есть хорошая новость. Это штамм омикрон, который в целом переносится без осложнений, но врачи не рекомендуют заниматься самолечением. С 22 июля в Абхазии отмечается стабильный рост инфицированных ковидом. С 5 по 26 августа подтверждены 1140 новых случаев заражения COVID-19. После нескольких месяцев затишья вирус возвращается. Пока мы не вышли на пиковые цифры, пока у нас рост идет, прогнозируемый выход на пик где-то будет, наверное, к следующему понедельнику. Это вот по расчетам, по нашим. Как там получится, уже будем смотреть. У нас сейчас превалирующим штаммом где-то в 90% случаев это штамм омикрон. Заболевание протекает очень легко, особенно у тех людей, которые либо раньше переболели, либо они были привиты. И таким образом люди даже не предполагают, что у них коронавирусная инфекция. Они считают, что они где-то немножко простыли и так далее, потому что температура не такая высокая, как правило, чаще всего, то есть не у всех, но у большинства заболевших. Температура не очень высокая, самочувствие достаточно неплохое, и температура держится 1-2 дня. Поэтому люди в массе в своей, то, что мы видим анализы, да, данные, примерно столько же людей просто никуда не обращались. Они отсиделись дома несколько дней, им стало лучше, они обратно вышли в общество, но они еще остаются заразными. Поэтому идет довольно-таки быстрый разнос инфекций. Нарастание идет быстрее, чем в предыдущие разы, когда были другие штаммы коронавируса. Но при этом, повторяю, нас спасает то, что заболевание протекает достаточно легко. Не поражаются практически легкие, в очень редких случаях. Это особенно там, где уже имеется сопутствующая патология. Ну и в основном все на амбулаторном лечении. Больных можно разделить как? На 3, так сказать, группы. Первая группа, которые уже переболели, кстати, очень многие идут, которые переболели в 2020 году, в 2021, и у них омикрон, то есть они болели там дельта, ковидом, они переносят более, ну, так сказать, в легкой, можно сказать, ну, как в легкой форме. Вторая группа, это которые привитые, они тоже, ну, более-менее легче переносят. И третья группа больных, это которые не болели и которые не привитые. Вот им немножко похуже они переносят. Значит, какая? Вот пока шел омикрон такой, это были боли в горле, насморк, сухой кашель, незначительный. И у некоторых поднималась температура 2-3 дня до 38-39. Но это не у всех. Ну, пускай так где-то процентов 40-50. А у других, значит, может быть температура 37,4. Но все зависит от иммунитета человека. Ну вот сейчас мы созванивались с санэпидстанцией, с Беляевой, да, главным санитарным врачом. И мы тоже вот так смотрим. Сейчас почему-то пошла больше кишечная форма. То есть больные жалуются на диарею, то есть расстройство. Они жалуются на тошноту. Вот как-то вот сейчас больше стало превалировать это. И боли в горле идет одна группа, и вторая вот немножечко пошла какая-то кишечная форма. Но на ПЦР 100% ковид. Начало настолько полиморфное, что его заподозрить вот сразу коронавирусную инфекцию, да, как это было при первичном уханьском штамме, когда пропадал вкус, пропадало обоняние, и человеку становилось понятно, что это вот, наверное, коронавирусная инфекция. Сейчас нет. Сейчас начало разнообразное. Единственное, что я могу посоветовать всем температурящим по любой причине, все-таки обратиться в инфекционную больницу, сдать мазочек, и тогда будет понятно. Это даже не столько нужно для них самих, сколько это нужно для окружающих. Потому что человек, почувствовав себя хорошо, выходит из дому и идет в люди. Всех, кто нуждается в госпитализации, направляют в Гудаутский госпиталь. ПЦР-пункты возобновили свою работу во всех районах республики. Сдать тест можно по направлению врача. В первой Сухумской поликлинике с 9 утра до 5 вечера работает кабинет для температурящих больных, где врач-инфекционист проводит первичный осмотр. При необходимости сделает экспресс-диагностику. В случае положительного результата больного отправит к участковому доктору. При обнаружении первых симптомов, конечно, в идеале
звонить своему участковому доктору. Если какие-то проблемы все-таки возникают, можно прийти в нашу поликлинику, в первый кабинет. Он сугубо для температурящих больных. Приходят сюда, мы их осматриваем, по необходимости делаем экспресс-тесты, если нужно, направляем на ПЦР. 2 месяца мы были без ковидных больных, у нас не фиксировалось, по крайней мере, ни одного случая по ПЦРу, и мы жили без ковида 2 месяца. Маршрутизация у нас такая. Первое, то, что у нас больные могут обращаться в поликлинику с 9 до 6 часов. Вот, это с понедельника по пятницу, так? А в субботу, воскресенье, выходные праздничные дни у нас работает дежурная бригада врачей, тоже с 9 до 2 часов. Значит, первое, они обращаются в поликлинику, в кабинет номер 1, там сидит доктор Хурхумал, которая, значит, делает им, если показано, она у них спрашивает анамнез, все, и мы им делаем тесты. Вот, экспресс-тесты. Но если там положительно идет, уже видно, то, конечно, записываем журнал, передаем в санэпидстанцию, назначает она лечение, и уже они потом попадают к нам через онлайн-терапевту. Вторые, значит, у нас народ очень умный, знаете, в Абхазии, они сразу же обращаются куда? К участковому. Участковый их посылает в инфекционную или самообращение. Значит, они сдают там ПЦР. ПЦР через санэпидстанцию приходит к главврачу, и она уже нам передает по участкам. У каждого участкового свой участок, и она нам передает больных, мы с ними созваниваемся, и их смотрим и наблюдаем их и по онлайну, и они приходят уже потом к нам. Ну, уже сами там утрясаем это. Это вот такая у нас маршрутизация. Но, не дай бог, конечно, если больной тяжелый, значит, мы созваниваемся с инфекционной больницей в Гудаутах, вот, и отправляем их туда, через станцию скорой помощи. Анализы ПЦР у нас делаются в инфекционной больнице, кабинет забора, но точно так же во всех поликлиниках делаются экспресс-тесты. Сейчас экспресс-тестами обеспечены все лечебные учреждения. В принципе, экспресс-тест достаточен для того, чтобы диагностировать, да? Если человеку не нужен больничный лист. Если человек спокойно может себе позволить просто болеть несколько дней, то, получив консультацию терапевта, он отправляется домой на амбулаторное лечение, которое, как правило, включает в себя обильное питье, витамины и кроверазжижающие препараты. И на этом заканчивается. Через неделю человек чувствует уже себя совершенно нормально. Если все-таки больничный лист нужен, либо если у человека сопутствующие заболевания, либо что-то то, что может в дальнейшем отяготить течение заболевания, то лучше, конечно, обратиться в кабинет по забору мазков ПЦР, сдать мазочек. Для детей, кстати, мазочки отбираются в детской поликлинике, там отдельный кабинет для них тоже есть. И, соответственно, потом, как в базу попадают данные на этого человека, мы этому человеку отзваниваемся, уточняем место проживания. В соответствии с этим мы уже отправляем данные по поликлиникам в соответствии с местом жительства. Центр – 1-я поликлиника, Синоп – 3-я поликлиника, Новый район – 2-я поликлиника, район Сухумский, значит, районная поликлиника. То есть все это у нас производится. Одно хочу сказать, как правило, человеку хорошо уже через неделю, но заразным он может оставаться, в принципе, до 2 недель. Поэтому действующим остается приказ, где человек больной находится 2 недели дома. И точно так же члены его семьи должны находиться на изоляции в течение этих 2 недель. Это для того, чтобы не было такого широкого разноса инфекции. И больничный лист выдается как на самого больного, так и, собственно, справки выдаются членам семей, которые находились на изоляции. То есть с этим проблем, как правило, у нас нет. В амбулаторном центре в Сухуми также отмечают рост обращений с середины июля. Много времени уходит у врачей на онлайн-консультации, ведь на связи со своим доктором пациенты должны быть 24/7. Рост обращаемости ощутимый пошел с середины июля.
И вот на сегодняшний день это порядка 7-8 адресов в день. По одному адресу может быть 2-3 пациента, может быть 1 пациент. Это только работа выездной бригады, это процедурные услуги, как правило. Плюс еще несколько консультаций врача могут быть офлайн. А онлайн, вот 2 врача и плюс я, где-то каждый день контактирую, взаимодействуем и консультируем от 2-3 до 10 пациентов, каждый из нас. И поэтому то есть, значительный рост. Но тем не менее, нужно сказать, что это все равно меньше, чем было прошлым летом, например. И в первую очередь, наверное, основной своей частью, это только потому, что выявляемость меньше, люди меньше обращаются, реже приходят, потому что у них, как правило, все протекает как ОРВИ. И у нас были, вот, по-моему, это было конец июля, когда мы это активно обсуждали, у многих, у кого клинически ставился диагноз ротавирусная инфекция, проверка на тест показывала, что это ковид. То есть клиника очень похожая. Единственная возможность различить – это сделать экспресс-тест или ПЦР-тест. Течение, как правило, благоприятное, как правило, все пациенты выздоравливают. Для нас будет благоприятно, это когда у пациента нет осложнений, когда у него не присоединяется бактериальная инфекция, когда у него не начинается шторм цитокиновый, вот это для нас благоприятно. Другой вопрос, что для него это не очень приятно, потому что, как правило, в особенности у молодых лиц, это высокая фибрильная температура 38-39 первые 2-3 дня. Это очень неприятно пациенту. Но, тем не менее, для нас самое главное, что нет осложнений. Помимо высокой температуры, это боли в пояснице, в коленях, в суставах. Это бывает слабость дикая, бывает потливость, бывают боли в горле, эрозии вирусного генеза, вирусной этиологии. Ну и что еще? Головные боли. Пожалуй, все. Вот это основная такая история с симптомами. Бывает 2 основных таких направления, когда у пациента развивается по кишечному типу, у него проявление диспепсии, рвота, тошнота, диарея. Бывает, когда у него просто температура повышается и протекает как ОРВИ. Амбулаторный центр, расположенный в санатории МВО, создавался для того, чтобы разгрузить стационарные отделения. В пиковые месяцы ежедневно через него проходили до 150 пациентов. После спада заболеваемости центр перешел на иной режим работы. Сейчас амбулаторный центр работает только на выезде, то есть выездная бригада функционирует. Она оказывает полный спектр услуг медицинских, лечебного плана, то есть это процедурные услуги, медсестры, и консультация врача, ведение врачом, и плюс какие-то элементарные инструментальные диагностические манипуляции. В первую очередь мы, конечно, в приоритетном порядке даем приоритет пациентам, которые не могут добраться до процедурного кабинета в инфекционной больнице или куда-либо еще, или не могут в связи с финансовым положением, или вообще вызвать медсестру на дом, которая работает на коммерческой основе. И вот этим пациентам, которые не могут добраться, то есть маломобильные, это возрастные лица, одинокие пенсионеры, и вот это социально незащищенная категория. Вот им мы отдаем приоритет. А вообще, в принципе, мы обслуживаем всех в рамках наших возможностей. То есть, если бригада может, она выезжает. И все это бесплатно, как правило. У нас конкретно редко встречаются тяжелые пациенты, но они есть. И это в первую очередь касается группы риска. Это возрастные лица, это пациенты с отягощенным анамнезом, сердечно-сосудистые заболевания, диабет, метаболические различные заболевания. Но нужно сказать, что иногда у молодых тоже это проскакивает. Непонятно почему, но бывает. Сегодня за утро новенькие у меня позвонили, это без санэпидстанции уже 3, это свежие, совершенно новые. То есть, которые сдали где-то, по-моему, в субботу, кажется. Но еще сводка не пришла, но они уже нашли своего участкового и мне позвонили. А так, я так думаю, человек в данный момент, давайте так считать будем, если с 25-го, человек 30 у меня есть. Слава богу, тьфу-тьфу. Одну только я положила в стационар, ее уже выписали, 3 дня подержали.
Ну, там немножко, да, там пожилая в возрасте женщина была. Специализированная выездная бригада медиков, которая берет анализы на дому и делает ПЦР-диагностику, сформирована и при инфекционной больнице в Сухуми. Но работает она исключительно с маломобильными гражданами и по направлению врача. Пациент звонит своему участковому врачу. Если не знает номер участкового врача, есть телефон поликлиники, регистратуры 226 55 59. Это первая поликлиника. Если нужна любая другая поликлиника, они же могут подсказать номер Синопской поликлиники или второй поликлиники при необходимости. И доктор уже на себя вызывает мобильную бригаду. То есть он называет фамилию, имя, отчество, адрес, возраст больного и почему мобильная бригада. И этот вызов фиксируется за доктора. К маломобильным категориям граждан относятся, во-первых, очень возрастные люди. У нас были люди 26-го, 36-го года рождения, то есть те, которые уже физически, в принципе, они не дойдут, да? Инвалиды, которые тоже не могут передвигаться свободно. Беременные кормящие матери. То есть это именно маломобильные категории. Взрослый человек без сопутствующих заболеваний, если у него не температура 40 с лишним, то во всех остальных случаях он не подлежит вызову мобильной бригады. У нас были вызовы на 17-летнего мальчика, который не пойдет сдавать, если к нему не приедут. Это цитата. А если нужны капельницы поставить? Вот как быть людям? То есть Это вопрос уже не ко мне сейчас, это вопрос к лечебной сфере. Если нужны капельницы, это либо госпитализация, в первую очередь, потому что если мы дошли уже до капельницы, наверное, что-то не так с человеком, да? Либо это амбулаторный центр. При легком течении болезни усилия медиков направлены на то, чтобы повысить защитные силы организма, облегчить симптомы и предупредить развитие осложнений. Болезненным для врачей остается вопрос с самолечением. Схема лечения, она облегчена гораздо. Пациенты обходятся в большинстве случаев без гормональной терапии, без антибактериальной терапии. Лечим пока симптоматически, в индивидуальном порядке, кому что нужно назначить. Первое – это жаропонижающие, конечно, витамины, это витаминная группа, это витамин D, это витамин С. Но так конкретно сказать, что чем лечите, я не буду. Пускай они все звонят своим участковым врачам, если своими докторами, с которыми они общаются. Терапия стандартная, устоявшаяся, как и при любом ОРВИ. Первые 5 дней мы ведем себя так же. Вне зависимости от статуса ПЦР, даже если у одного члена семьи плюс, у всех остальных минус, мы все равно их всех рассматриваем как ковид-положительных. Схема лечения давным-давно устоялась, и она из себя представляет просто поддержание организма первые 4-5 дней с минимальным медикаментозным вмешательством. Единственное, что симптоматическая терапия, то есть если болит горло, то это спреи определенные, обезболивающие, если это высокая температура, это жаропонижающие, если боли, это болеутоляющие, и регидрационная терапия, то есть когда восполняется объем теряемой жидкости. Все. А что касается вот этих историй с дексаметазонами, с гормонами, с антибиотиками, не знаю, что там еще, с антикоагулянтами, только строго по назначениям. То есть если пациент относится к группе риска по тромбозам, тогда антикоагулянты. Если у пациента явные признаки бактериальной инфекции, это не клиническое горло у него красное, это определенного рода анализы, определенного рода смещения в анализах и временная динамика, то есть это на какой-то день возвратившаяся температура, высокая, фибрильная, вот тогда только это повод для назначения антибиотиков. Данные по вакцинации от COVID-19, указанные на сайте Минздрава Абхазии, последний раз обновлялись 3 июня. На тот период привилось чуть более 19 тысяч человек. Врачи отмечают, что после спада заболеваемости количество желающих пройти вакцинацию заметно сократилось. До середины июля была вакцина.
Затем срок годности истек, и вакцину пришлось утилизировать. У нас же в мае все стало хорошо. Все забыли о том, что коронавирус был, хотя всех предупреждали, что он еще вернется в более слабой форме, но вернется. Мало того, он останется с нами навсегда, но он останется уже в виде вот ОРЗ, да, гриппоподобного заболевания, с все более легким течением. Ну вот как только массово болеть перестали, все решили, что прививаться не надо. А сейчас к вам обращаются с вопросами о том, где мы можем вакцинироваться? Что-то вы слышали? Это вопросы поликлиник. Вакцинацию проводят поликлиники, прививочные кабинеты поликлиник. Да, люди обращаются немного, но тем не менее люди хотят привиться. Те люди, которые получили полную вакцинацию спутником V, 2 инъекции, плюс ревакцинацию спутником Light, для них, согласно всем рекомендациям ученых, прививаться как бы нет необходимости. Но там только рекомендация идет прививаться, делать четвертую инъекцию иммуноскомпрометированным людям. То есть это люди с пониженным иммунитетом по какой-то причине. Да? Возрастные люди могут входить в эту категорию. Смотрим, насколько они возрастные. Если человеку 60 лет, то, скорее всего, нет. Если человеку 90 лет, то да. Опять же, если человеку 60 лет, но он имеет тяжелые сопутствующие заболевания, скорее всего, да. Это определяют их лечащие врачи, это определяют терапевты. Кому надо, кому не надо. Но общая тенденция такова. Получившие полную вакцинацию, то есть 2 инъекции и 3-ю ревакцинацию, как бы не нуждаются в дополнительной доливке. Ну, это вот то, что мы получаем информацию от наших коллег из институтов научных. Когда люди узнают, что опять у нас пошла вспышка ковида, то бегут прививаться больше, чем вот когда у нас такая тишина, как говорится. Но я не могу сказать, что больные люди не приходили, люди шли, прививались. Нет, так нельзя сказать, что никто не приходил. Особенно вот такой контингент, которому после 50 они приходили и прививались. И причем прививаются те, которые прививались уже спутником V где-то год тому назад, да, они все четко приходили привиться. Вот у нас был спутник Light, они приходили, прививались. Особенно больные с сахарным диабетом. Эпидемия имеет свою цикличность, отмечают специалисты. Как только снижается популяционный иммунитет, вирус начинает активно распространяться. Для меня, в принципе, уже давно сложилось представление, что у него периодичность плюс-минус 5 месяцев. Плюс-минус месяц в этих 5. То есть каждые полгода популяционный иммунитет снижается, и, соответственно, частота заболеваемости и скорость распространения увеличивается. Это новый всплеск. Но плюс к этому у нас колоссальное количество туристов, которые приходят, тоже нам приносят его очень обильно, обогащают нашу популяцию этим вирусом и как бы ускоряют, интенсифицируют этот процесс. У нас было много пациентов отдыхающих, которые вообще отдыхали здесь, в МВО. И были пациенты, которые отдыхали в Гагаре, в Гудауте. Но это все отдыхающие, они болели. Некоторые болели, все равно здесь сидели, а потом мы поехали на поезде, будучи заразными. Но мы их не можем остановить. Между тем, в Абхазии отменены все ограничения, введенные ранее в связи с пандемией коронавируса. Пока масочный режим действует только в медицинских учреждениях. Однако врачи советуют всем, кто в группе риска, носить маски в общественных местах, а ковид-положительных пациентов призывают оставаться на изоляции положенные 2 недели.